Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кутя24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в новом месте, в ресторане Prosecco Club. Семен Тарбахов, как обычно, со мной. Здравствуй. И к нам сегодня в гости пришла предприниматель, владелица магазинов зоотоваров, одежды и бижутерии Оксана Мордовская. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Да, мы называем нашу программу «Кулинарный концепт», «Кулинарное ток-шоу». И учитывая этот наш формат, чем вы к нам сегодня пожаловали, что будем готовить? Мы будем готовить салат эльгем, называется. В переводе с якутского это означает много, изобилие. Много, да. классно. Поэтому у нас там будет много белка, это будет очень сытный салат. У нас тут главный ингредиент это вот мясо сахатины. Если у вас нет мяса сахатины, скажем так, да, вы можете из жеребятины. Вы охотница? Да. Мой муж охотник. Охотник. Да, охотник и рыбак, я охотник, да. Круто. Да. И частенько тогда, получается, балуетесь дичью. Да. И нет такого мяса, которого я не пробовала, наше якутское. Все там и чего только, да? Да, и косуля, и все. Я это очень люблю. Ну, да, круто. Да. Да, давайте приступать. С чего мы начнем? Давайте. Нам нужно будет порезать мясо такими тонкими ломтиками. Ломтиками, да? Да, нужно будет порезать и грибы, шампиньоны. Вот у нас есть. Давайте вы грибами займетесь тогда, да? Давайте, да. Вы грибами, Семен мясом. Да, Вот это вы, надо может быть, почистить. лук? А я вопросов. Нет, у меня нету доски, и У поэтому вас нет. я поэтому Хорошо, занимаюсь да. вопросами. Первый вопрос, номер один. Так, задаю. Да. Слушайте внимательно. Шутка. Да, расскажите, пожалуйста, Оксана, о себе, кроме шуток. Да, действительно, чтобы наши зрители сложили впечатление, как вы вообще пришли к предпринимателю, ну и вообще, как вообще складывалась ваша жизнь? Вообще я родом с небольшой деревни, Так. Усьмайский район, Петропавловск называется. Да, и там, значит, я жила, окончила школу, поступила здесь, училась в Якутске. Так, на кого? Жила в общежитии, училась я на математическом Матфак. факультете, да. Матфак, Матфак, да. да. Прикладная математика и информатика. О, ну да. То есть так. вот так вот. Ага. Я такой человек, Жили в 18-м математик, корпусе, да. в 18-м корпусе, В 18-м корпусе, да. бывали, знаю. Да. Так. Вот. Потом, значит, я пошла работать раньше была такая компания «Горизонт РТ», сотовая. Да. Там я поработала. Все мы знаем эту компанию. Да. Там я поработала немножко, значит, потом у нас должна была открыться компания МТС. Значит, прошла собеседование, и мы уехали в другой город, во Владивосток, там мы работали. И потом мы поехали в Иркутск, там мы тоже работали месяц. Да. Вояж. Ну, да, перед тем, как... Рабочий вояж. Да, здесь еще было не открыто ничего, но мы уже работали, мы учились. Это было очень интересно, потому что вот так вот сразу после учебы поехать куда-то, я до этого никуда не ездила. Да. Ну, круто. Новые горизонты. Новые горизонты, Вместе да. с «Горизонтом», Это было очень интересно, да. Нам платили зарплату, мы там жили в гостинице, Да, все и вы было думали, здорово. жизнь удалась или так Да, вот, типа, да. обычно молодых Потом, всегда же складывается такое Да. впечатление, что тебе это круто, да? Да, потом... Неужели я такая способная? Да, обычно так и думается. Потом мы вернулись, и уже здесь было открытие, был такой ажиотаж, но это вы уже все, наверное, знаете, помните. Да. Я 24 года, собственно, абонент, получается, соответственно, «Горизонта». Ну, Так, все, пойдет, как да? знаем. Или поменьше? Надо вот такими тонкими, как это сказать, Так. ломтиками. Не могу не задать вопрос, что было дальше? Дальше была семейная жизнь. Мы с супругом уже почти 20 лет в официальном браке. У нас в прошлом году была бирюзовая свадьба. Круто. Да, это только официально. Только официально? Да, Ну, это то есть только уже и официально. А с так-то садика, еще наверное? больше, да. Или со школы? Не с садика, но с университета. Ага. Да. И вот дальше появились дети. И когда дети появились, я решила, что я хочу видеть, как они растут. Не хочу пропадать на работе. Больше времени да, уделять. я потому что И детство, оно все-таки скоротечно. сказали, вы работай, ты работай, а я вот думаю, или нет? Нет, я дома не сидела. Я решила заняться предпринимательством. Ну чтобы Вот так вот, свободного да, времени чтобы было. был свободный график, да, чтобы я делала
что я хочу, тогда, когда я хочу и так далее. Звучит очень как очень хорошее планирование. Да, потому Да. что предприниматели, да, единственная и одна из таких причин, что не нужно работать с 9 до 6, когда ты работаешь на Да. себя, ты можешь выделить время для своего бизнеса, когда тебе заблагорассудится. Да. Хочу Ну, работать, хочу не работать. Да, ну Практически. самое главное, я хотела посещать все утренники, все праздники детские. И это было для Как меня всё самое главное, да. Да-да-да. Приоритеты И при такие этом, поставили да, да. жизненные. И при этом зарабатывать еще, к тому Мгм. же. Идеальный Вот, случай. да, да. Так, Вот. и Ну и пока я работала, я параллельно открывала какие-то разные магазины. То Сначала один, у меня был то один, то магазин- другой. У меня был магазин шапок, да, на крытом рынке. Ага. Первый раз я там, значит, ну, то есть вы, пробовала. не зная бизнес, ну, то есть, как Не бы, зная у вас, бизнес, у да, вас, да. скорее всего, уже нет тогда, получается, У меня предпринимательского не специального было, образования. не было никакого предпринимательского образования, у меня Ага. не было родственников, которые бы занимались предпринимательством Ага. вообще. Среди знакомых у меня не было предпринимателей, среди друзей тоже. Ну, то есть даже не с никого. кем сильно пообщаться. Не с кем было пообщаться, не у кого было Правильно ли вы спросить делаете? совета. Да, Так. да. Я все это вот сама как как-то говорят, каким-то образом. методом проб и Проб и ошибок. ошибок, да. Ага, так. Вот, открывала я бизнесы параллельно, Ага. пока работала, и таким образом набиралась опыта. Мгм. Вот. Обычно, Открывала, обычно закрывала. говорят набитием шишек. Да. Ну, Да-да-да. именно так и было, да. Но, потому что Да. же предприниматель, когда только-только открывает, тем более, если он, скажем так, многого не знает, но предприниматель, он вообще для себя уже все. И директор, и замдиректора, и уборщица, и грузчик, и продавец, и все такое. Может быть, скорее всего. Да, так Да, и есть, да. Ага. И Это, сколько вы бизнесов это открыли? непростой путь, скажем Да, так. вообще страшно Да, сложный. да. Иногда даже легче работать в найме. С утра Ну, пришел, иногда, в Нет, 9 ну, мы пришел, знаем в 11 много случаев, ушел, когда да. люди работали в найме, а потом говорят, хватит, и я пошла. Либо наоборот, работают в бизнесе, а потом говорят, ай-ка, я устал, я хочу спокойной жизни, и с 9 до 6 работать. И это совершенно тоже Да, нормально, потому что да. нельзя судить человека о том, что ты... У каждого свой путь, Да, да. у каждого свой путь, типа сдался, сломался и все такое. Так, но я так понял, что в вашем случае это не так. В моем Раз случае уж вы это не так. продолжаете быть Да, предпринимателем. Да, я продолжаю, потому что для меня свободный график это очень важно, потому что на первом месте у меня стоит семья. Так, круто. Да, но можно было бы и бизнесу больше времени уделять, да? Мгм. Но и более быстрее бы дело шло, я бы больше, может быть, достигла. Но все-таки приоритет это да. у меня дети, да. Смотрите, я беру свой случай, да, я тоже предприниматель, но я не помню, как росли мои дети. Я Да. очень много работал, жена сидела дома, да. А кто вам привил такие ценности, откуда они у вас такие? Ну, то есть жизненные приоритеты, когда вы поняли, что самый главный ресурс это время, и вы не собираетесь потратить время, которое вы драгоценно проведете со своими детьми, на что бы то ни было. Да, я как раз таки не хотела быть, знаете, такой мамой, которая Мгм. все время на работе, или она такая Типа в следующий раз, предприниматель. дочка, я в следующий раз. Она Обязательно предприниматель, приведу твой да, концерт, она вся там Да-да-да. занята и так далее. А потом оглянулась, прошло там много лет, дети выросли, и ты даже не помнишь, какие они были маленькие, Так я вот действительно хорошенькие, говорю, да, я да. не помню, как мои Это дети время росли. невозможно повторить. Да, Да, никак. И Так. самый важный ресурс все-таки это время. Это не деньги, не что-то еще, а время. Да, самое главное. Деньги можно ресурс. заработать, а время не А кто вернешь. вам какие ценности привил? Как... Я не знаю, я как-то сама, наверное, смоделировала себе такую вот модель семьи. Ага, ага. Я подумала, что у меня будет вот такая семья, я буду вот такой мамой. Потому что у меня мама работала много, Мгм. ну, бывало такое, что она задерживалась на работе и так далее, да. И, например, я для себя решила, что я так не Вот- хочу. вот так не да, будет. вот так не будет. И, соответственно, будет муж так. вас тоже поддерживает в этом очень сильно, получается. Да, Да, а поддерживает. чем ваш муж занимается? Мой муж Охотник. охотник, рыбак, да, да, да. Да, так. Он работал, как сказать, в госучреждении, сделал карьеру, и сейчас он индивидуальный предприниматель. Тоже? Тоже, да. Так. Вот. Итак, возвращаясь к вашей нынешней деятельности, у вас тоже
продолжает быть много бизнесов. У вас есть зоотовары, одежда, бижутерия. Что было раньше? Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть вкратце. Как вы к этому приходили? Вы же говорили, что открывали разные бизнесы. Открывала, да, закрывала, и шапки продавали, и шапки продавала, продавала подарки, бижутерию. И вот как-то так постепенно потом я научилась заказывать товары с Китая, возить их, привозить сюда. И вот занялась То есть этим. какое-то такое внутреннее маркетинговое исследование начали проводить, какой спрос, что там пользуется и все прочее, да? Да, да. Ну, Но это тоже все было очень как-то важно. интуитивно, знаете. Нет, ну, тем не Да, менее, вы могли да. бы привести, думать, что вот это вообще точно пойдет, но потерпит крах. Это Да. сплошь и рядом происходит. Да. Да. И, в общем, вот так. Магазин зоотоваров, это был изначально интернет-магазин у моих знакомых. У моих знакомых был такой магазин, но потом они решили его продать, а я решила его купить. Выкупить. Выкупить, да. Полностью бизнес. Да, да. Скажи, пожалуйста, можно ли быть владелицей магазина зоотоваров и при этом не любить животных? Или равнодушно к ним относиться? Наверное, нет, все-таки, Скорее нет, все-таки, да? да, все-таки нужно Знать их. знать их, да, Да. любить животных. У меня И у вот вас животные с есть с наверняка. детства, у меня в детстве всегда были животные, Ага. и кошки, и собачки, так как у меня дядя, мой родной дядя, брат мамы, он у нас охотник был, и он всегда у него были охотничьи собаки. Различные лайки. И вот, когда он приносил этих щенков, он приносил их к нам. И они всю ночь скулили там, ну, к нам с бабушкой, потому что я Но жила, они же да, я жила миленькие, с бабушкой, когда с маленькие, мамой. они очень Да. милые, но ночью скулят, да. Да, очень, дня 3 скулят, потом нормально привыкают. Да. Ага. И кошки у нас были, и коровы у нас были, и свиньи у нас были, да. Ну, скотный двор тогда. Так. Ну, не так, чтобы они были не одновременно, да, Ага. а по То тут, то там, то они, то по другие. очередности, да. Так. И у вас сейчас Соответственно. есть наверняка что-то, да? Сейчас у меня есть собака. Кто-то? Собака. Ага. Я живу в частном доме, и у меня собака Ну, живет слава на богу. улице. На улице. Ну да, ну Да. собаке повезло. Да. Так, мы будем. вы рассказывайте, да, что Да. мы сейчас собираемся делать. Мы Это сейчас будем, давайте Жарить пожарим мясо? мясо, да, Давайте. на оливковом масле. Пожарим мясо. Это сильный огонь, ведь Семен, ну, Сейчас разогреем быстренько. Семен знает, что как все делать. Это такой теплый салат получается у нас, да? Мы Да, мясо да. сразу приготовим и сразу положим. Любите мясо сахатин? Да, я Ага. тоже могу назвать себя охотником, я тоже добывал. Чего только в Якутии есть, я тоже, как ваш муж, всего добыл в свое время. Я на самом деле с детства вот сахатину люблю, потому что Мгм. у меня Ну, потому что дядя там охотник, да, и водится. мы там, у нас там говядины почему-то не было шибко, и жеребятины, но в основном то, что из леса, Сахатина. да, Ага. из леса. Она вкусная очень. В моем личном рейтинге она стоит больше на 3-м месте. А Из дичи. А на первом? Чубуку, конечно. Чебуку, да. Чебуку, Это да. очень нежное мясо. Снежный Чебуку я баран, тоже, да. оленина, потом очень вот люблю сахатина. чебуку. Для меня личный мой рейтинг такой. Очень вкусно, да. Итак, про зоомагазин. Как вы его ведете? Как я его веду? Да, как вы его ведете, ну вот зоомагазин, вы сказали, что этот магазин вы у знакомых выкупили. Да, да. И я решила его развивать. Значит, я открыла онлайн-магазин, и как раз-таки это было в пандемию. Как раз удобно. Да. И все эти Все доставочные магазины дела. закрылись. Ага. Вот мой магазин одежды, бижутерии тоже закрылся, аренду нужно было выплачивать Так. и так далее. И Крутиться, скажем крутиться, так. вертеться, Так. что выдумывать, да. И в этот момент я решила открыть уже офлайн-магазин зоотоваров, потому что он, как и продуктовый, мог работать, не закрываться, ну, отдельно стоящий магазин. Вот. Потому что это все-таки продукты питания для животных. Ну, то есть они были в категории, да, которые... да. Поэтому у меня вот такие вот разные бизнесы, и за счет этого вот в разные времена и кризисы, если у одного какие-то там проблемы, да, бизнеса, то другой спасает, выручает. Ну да.
смотреть, где перетоки денежные, эти все дела, да. Скажите, пожалуйста, вот у нас в устах у всех в последнее время ПП. Да. Да, мы стараемся правильно питаться, ну, многие, да, следить за питанием, и некоторые даже подсчет КБЖУ ведут. Что касается животных, меняется там вообще что-нибудь такое в питании или нет? Либо все подряд дают и все? Нет, конечно, животных нужно кормить правильно, чтобы они Тоже? были здоровы, да. Ага. Особенно это касается породистых животных, собак и так далее, потому что у них здоровье ослабленное из-за того, что их искусственно выводили и так далее. У них да. бывает Бедные. слабое здоровье, и их нужно кормить правильно, чтобы они хорошо развивались, не болели, жили долго и радовали нас. Вот. Но животные же такие, если им сколько не дай, они столько и сидят, или нет? Ну, возможно, да. Поэтому им нужно там есть граммовки, есть таблицы, таблица возраста, таблица веса собаки. Ну, то есть как у людей практически. Как людей, да, надо кормить, да, надо выбирать для них корм, подбирать, потому что у них могут быть аллергии и так далее, непереносимость. Да. Нужно подбирать, смотреть на состав. Желательно, чтобы в составе на первом месте было мясо. И желательно, чтобы там указывалось, какое это мясо. Потому что бывает, там напишут, например, мясо птицы. Ну, какой птицы, да, не указано. А в некоторых марках пишут, например, мясо ягненка свежее, дегидрированное мясо говядины и там еще какое-то мясо. Ну, то есть производители тоже всяко разные изгаляются, чтобы для животных, собственно, для хозяев, чтобы они хозяевам для своих питомцев любимых выбирали те или иные продукты. Да, совершенно верно. Сейчас мы будем жарить грибы. Так, мы сейчас жарим грибы. Семен у нас унес мясо дожаривать. Да. Так. Или лук сначала. Ну, давайте лук. Да, давайте лук и грибы. Лук надо пожарить до золотистой корочки. Оксана, а сколько вы уже в бизнесе? Ну, смотря с какого момента считать. Ну, с того момента, как вы решили для себя, что будете своим временем самостоятельно Это, наверное, распоряжаться. получается, лет 15, наверное. Да. Когда опыт огромный. Учитывая то, что вы до сих пор на плаву, можно сказать, что вы предприниматель, скажем так, с неплохим таким стажем же, да? Да. И я бы еще сказала это при том, что я не уделяю прям 100% своего времени своему бизнесу. Ну, скажем так, вы предприниматель на лайте. Я предприниматель на лайте, да. Не будем говорить, что на минималках, но тем не менее, смотрите, вы уже тогда, действительно, если серьезно поговорить, что вы можете уже делиться какими-то своими секретами, какими-то находками, какими-то теми шишками, которые вы набили. И вот сейчас, оглядываясь 15 лет назад, какой бы совет вы дали бы себе и, соответственно, начинающим предпринимателям, что вы какие-то ошибки больше всего делали в предпринимательстве? Потому что это действительно это очень тяжело. Да, я бы сказала себе, что продолжай, у тебя все получается. В принципе, если что-то не получается, то просто нужно встать и дальше идти. Это нормально. Это настойчивость. Это нормально, настойчивость. То есть вы, скажем так, обычно же люди не начинают те или иные какие-то действия, боясь, что потерпеть фиаско. Да, думаю, что у меня не получится. Да, а кто-то очень мудрый сказал, что удача – это 1000 неудач, которые я преодолел. То есть продолжал, но все время шли Но перед вперед. тем, как заняться бизнесом, я прочитала очень много книг по бизнесу. Естественно, я все это знала, и я себя готовила, что если не получится, переживать не надо, потому что вообще я сама по себе, я перфекционист. Мне нужно, чтобы было все идеально, чтобы было красиво, чтобы все получалось, чтобы было все ровненько, да? И я думала, с таким мышлением предпринимателем быть очень сложно.
Ну да. Да, поэтому надо как-то перестраиваться, Ага. быть более То есть вы гибким. побороли, Да. получается, себя, Да, да. но сами себя внутри характер Да. даже, может, где-то поменяли, да, Да, получается? что у меня был план, Ага. потому что Ну да, Открыть ну и бизнес, да. вы, получается, в самом начале не сильно рисковали, открывали там... я Да, ну, то сильно есть не рисковала, всегда по квартиру не чуть-чуть, закладывали? Нет, нет, Да, мне да, кажется, кредиты огромные это не брали? очень глупость такая большая, чтобы взять, ну или нужно быть очень уверенным в себе предпринимателем и знать, что у тебя точно вот дело. Все на кон поставить, Да, все на да, черное, все да. на зеро поставить Да, практически. нет, да. я так не делаю никогда. Так, у меня нас, всегда- смотрите, уже лук до такой красивой золотистой корочки. Он между должен делом. прям вообще почти растаять. О еде мы поговорили о питании для животных. Вы сами следите за тем, что кушаете? Да, я слежу, я Ну, я всегда... смотрю, вы в форме да, просто. да, я всегда следила, это моя боль, так скажем, да, потому что не просто поддерживать форму, я всегда была склонна чуть-чуть к полноте. Мои все родственники, они все такие полненькие, все такие кругленькие, и мне говорили, тетушки мои, а ты тоже такая будешь. Да-да-да. И мне А было вы так страшно, я а сказала, вы стиснули нет, зубы и я сказали, не а мы буду». еще посмотрим, да? Да, да, Ага. да. Так. И в школе я была такая вот, ну, чуть-чуть пухленькая, да, и Так. при том, что в те времена все были очень худенькие. И вы наоборот. Это-то я выделялась, да, и меня иногда даже дразнили. Мне это было очень обидно, поэтому я решила, что все-таки я буду за собой следить. И в спортзал Да. ходите, получается? Я хожу в спортзал периодически, да. Ага. Я занимаюсь танцами, я хожу на Ага. бачату, Так. на разные виды танцев я хожу. Ага. А какое у вас любимое блюдо? Блюдо? Ага. Любите кушать вообще? Ну хотя, что-то Конечно, глупый вопрос. конечно, конечно. Кто не любит кушать, да? Кто не любит кушать? Да, кто не любит Все кушать, любят кушать. Да, так, давайте вот это вот мы уберем. Вот это вообще, да? Да, вообще уберем, да. Ну, можем, ну, например, Ну, это в тарелку. например, отдельно. вот сюда, да? Да. Лопаточка. Дайте мне лопаточку, пожалуйста. И потом будем дальше. Будем жарить грибы. Да. Все мы убираем. В принципе, у нас оливковое масло, оно не горит. Можем и здесь тоже продолжать, да? Да. Так, ой, прям так, ну, там так классно пахнет. Обязательно завтрак я не пропускаю. Всегда завтракаю, всегда слежу за калориями, что я ем, сколько я ем и так далее. То есть у меня тот случай, когда не так, что мне повезло, вот я вот такая родилась и все хорошо. Нет, Да. я вынуждена всегда следить за питанием. Абсолютно всегда, начиная там с подросткового возраста и вот до нынешнего. Муж разделяет ваши, скажем так, пищевые пристрастия, или вы отдельно кушаете? Я бывает готовлю себе отдельно. Ну вот, я Да, про это и говорю. это да. очень сложно бывает. У потому нас что- дома в последнее время тоже, Да. поэтому я думал, что у нас у одних только такая беда. там. Нет. И это нормально, потому что Да. мужчина двигается больше, тратит больше энергии, ему, Да, соответственно, хочет больше что-то кушать. И другой может быть и рацион. Вкусную еду хочет иногда, пирожки и так далее. Да, Но я да. И может, такой- себе, скорее всего, позволить да, такое. да. И дети, соответственно, тоже же их Ага. не посажу на диету. Они едят все, что хотят. Мгм. По крайней мере, пока. Да. Ну, мой самый главный принцип такой, что их не нужно заставлять есть, как в детстве. Ага. Когда ребенок Манную маленький, кашу ешь и ничего не знаешь, да. доедай, пока не доешь, не выйдешь Компьютер из-за не стола. получишь. Да. Типа такого, ну, вот это угрозами шантажа вообще ничего хорошего не едой не добивается. должно быть. Ага. И я решила, что я не буду как раз таки так делать, чтобы у моих детей не было проблем потом. Ну, с скорее всего, весом. вы тогда, получается, у них формируете правильные пищевые привычки. Ну, Да, хотелось бы, конечно, да, Ага. но они все равно любят сладости. Ага. Вот. Но они стройные, конечно, стройняшки. Да. Да. Потому что вот в моем детстве, да, было принято бабушки и мамы кормили нас. Ну, как будто Говорили, как будто на убой, да. Да. Ну. Пока не съешь, не выйдешь из-за стола. Вот. А я так не делаю. Но моя мама всегда хотела накормить детей моих. Она говорила, надо их есть, надо вот это, вот то, все дать им. Я говорю, мама, не надо им ничего. Не хочет есть, пусть ходит. И вот так вот. Ну, я так считаю, что это все-таки
правильно. Мгм. Сейчас мы будем делать ПП лепешки. Для этого нам понадобится ПП полезные, без ПП. муки. Мясо мы сюда выкладываем, Мясо да? сюда выкладываем, Ага. здесь перемешиваем все А. ингредиенты. Морковку сюда. Морковку сюда, да. И, перец, сюда, да. Перца нужно немного. Я знаю, что у вас еще магазин бижутерии. И у вас бижутерии, которые вы делаете сами. Да, я... Так, а что было первее? Вы открыли магазин и начали производство, либо производство вы начали, а потом открыли Нет, магазин? я открыла магазин, Ага. да, производство, это громко сказано, это просто мое хобби. Да, я вот это Ну, вы мне ожерелье сама сделала. отправляли да. фотографии, да, всевозможные. Ага. Да. Так. И это было позже. Лук? Это лук, да, добавляйте. Это было позже. То есть это, вы, вдохновившись красотой, вдохновившись красотой, да, я сотворила чудо. И добавляю грибы уже, да? Да. Грибы надо их хорошенько прожарить, чтобы они прям растаяли. а какую бижутерию вы продаете? Разную. Для молодежи в основном. Это у меня получается целевая аудитория 18-35 лет. Вот. Вообще я бижутерию люблю. И вот сейчас очень модно стало делать из натуральных камней разные украшения. И я решила попробовать. Почему нет? Тем более материалы сейчас все в доступе. Ну, Можно сейчас приобрести. магазинов всевозможных, да, для- Мастер-классов много проводится и Ага. так далее. Это очень интересно. Поэтому я взяла свою дочку, и мы вместе посетили такой мастер-класс и сотворили. Что-то делаете. Да, что-то Да. делаем. Ну, Я вы всегда вообще, здесь не хожу. как я понял, человек, который любит вдохновляться и делать своими руками. Да. Ну, соответственно, руки из правильного места растут. Да. Ну, когда, получается, дети подросли, Так, появляется время ага. Чем-то их заняться занять. чем-то заняться и либо вместе с ними, либо самостоятельно. Так, у нас венчик, пожалуйста. Нужен мне. Спасибо. Яйца у нас куда идут? Салат сюда. Салат, да? Ага. Как режем? Ну, как угодно можно. Помельче порезать. С желтком, без? С желтком. С детьми мы очень часто ходим на разные мастер-классы, занимаемся. А вы еще и мебель сырьете? Да, Да? да, да. А У нас откуда? однажды был такой случай забавный. У свекрови на даче такая была советская тумбочка старая. Так. Да, и я вдруг вспомнила про нее и говорю мужу, нам нужна эта тумбочка, я буду ее переделывать. У меня возникла идея. Мы поехали на дачу, забрали эту тумбочку, А свекровь не была против? а мы у нее не спросили. Мы просто ее забрали. Пока ее не было. Да. Так. И однажды туда приезжает Где моя тумба? дедушка, да, с бабушкой, ну вот свекор, свекровь, и говорят, нам рассказывают, а вы представляете, тумбочки-то нет, ее украли. Оказывается, я говорю, нет, ее не украли, мы ее взяли. Странные какие-то горы, взяли тумбочку старую. Да, да. В общем, я ее перекрасила, сделала, получилось очень красиво, в черный цвет, внутри она красная, снаружи она черная и сверху она золотая. Ага. Супер, мне нравится. Сейчас она стоит у меня дома и радует меня. Ну, то есть они сказали, все, возвращайте. Нет, не сказали. Ага. Не обрадовались, что у старой мебели Ну, появилась да, вторая жизнь. Да, Да, вторая жизнь кому-то пользу приносит. да, у нас готово Так. тесто. Это уже готово. Да, готово уже. Сейчас мы будем делать лепешки томатные. Для этого мы смажем вафельницу небольшим количеством масла, буквально, чтобы у нас Не прилипло, ничего да? не прилипло, да. И сделаем 2 вафли. Две вафельки. Да, на обе половинки мы вот так вот. Вафли и лепешки. Да. Я очень часто ем такие лепешки, потому что они малокалорийные, в них много белка, мало жира, нет сахара.
как говорится, ПП в самом ПП, ее да. исконном этом. Да. Да. Что вас радует и вдохновляет, раз вы такими вещами занимаетесь? Ну, меня радует моя семья, творчество. Я люблю заниматься плету макраме. Вот в последнее время, то есть, когда я уже могу себе уделить время, дети уже подросли, и бизнес работает сам по себе. Вроде да. как бы, да? Ну, вроде Да, как бы, да, да, да. Но это была моя мечта, это был мой план, бизнес должен работать, я должна уезжать, приезжать, путешествовать. Свободно передвигаться, да, когда свободно хотеть передвигаться, когда встать, хотеть. встать, да? Да, да. И у меня это получилось, Ага. и я очень рада. И занимаюсь сейчас творчеством. Вот это меня вдохновляет очень сильно. Да, мне нравятся очень творческие люди. Я просто обожаю творческих людей, которые что-то вот интересное придумывают, какие-то художники и так далее. У меня даже была такая идея, что, может быть, мне открыть какой-нибудь канал и ходить в гости к мастерам, снимать их, как они работают, как они творят, что их вдохновляет и так далее. Ну, это очень здорово. Узнавать, как, интервью, да, как они к этому пришли, да, как они Ага. начали этим заниматься. Вот, Да, это вы очень интересно. Да, вы прямо с моих уст сняли вопрос, о чем, какие у вас следующие планы. То есть, Да, но это пока просто мечты, потому что я, в общем, не представляю, как это можно это организовать, да, Ага. как это снимать. Как Ну, часто же говорят, монтировать и так что далее. раньше мы, сами не зная того, оказывается, визуализировали, мечтали, и это рано или поздно исполнялось. То есть, Да. скорее всего, вам нужно пожелать того же самого, чтобы ваши мечты, ваши цели рано или поздно исполнились. Итак, вафельки у нас уже... Да, надо захотеть, но просто жаль, что в сутках не 48 часов, а всего лишь 24, поэтому не всегда все успеваешь. Да, но у вас делать. столько увлечений, вы еще и танцуете, да? Бачату танцуете. Да, я Почему бачату именно танцую. это? Почему это такой танец? Потому что музыка такая классная, она поднимает настроение. Бывает, когда грустно, ты идешь в танцевальный зал, и вы там танцуете с группой. Музыка латиноамериканская, она всегда очень заводная такая, поднимает настроение. Поэтому я выбрала бачату. Вот. А бальные танцы? А вообще у вас Бальные танцы. какая-то школа, да, или как бы? Нет, это Специальные танцевальные. Просто пришли и начали просто танцевать. пришли и начали танцевать, да. Сейчас много же разных Ну да. таких секций. Ага. Когда Скажем можно- так, кружков по увлечению. Да, да. Давайте это уберем. Давайте это, наверное, Сюда. сюда. Да. Ну, вот так вот. Чем запомнился вам уходящий год, 24-й? Все, вафли у нас готово. Можно выключить. А, надо выключить. Да. Теперь мы можем это положить в тарелку, вот этот салат и все. Да, снова задам вопрос. Чем запомнился вам ушедший год, 24-й, и какие вы планы все-таки делаете для себя? Потому что, как вы сказали, что любите очень планировать. Ну, планирую я обычно это у себя в голове, а так, чтобы вот писать там планы и так далее, это не про меня. У меня есть в голове какой-то определенный алгоритм действий примерный. Да, Что вам нужно да, сделать? Да. А так вот, чтобы писать в блокноте и так далее, я пробовала, но это не мое, я так не могу писать каждый раз. Начинаю, у меня вот идет заполнение, месяц нормально, потом 2 месяца пустота. Поэтому я решила, Надо, что значит, ладно, систематизировать. да. Я человек творческий, поэтому мне вот как-то понятно в голове. Полет мыслей, Да. когда посещает, Да, то и все. да. Ну, вроде и планируешь, но и вроде как бы ты и творческий, и математик, и вот такой человек, у которого все получается. То есть я когда в школе училась, да, у меня и русский язык, и литература, и математика, и информатика. Все предметы у меня были на отлично. Ну, вообще с серебряной медалью окончила школу. Закончили? Да. А, ну то есть... Но в этом была сложность, потому что А когда почему вот выбрали так- математику тогда? Потому что я подумала, что
я хочу заниматься, работать на компьютерах и так далее. Тогда Тогда только-только начиналось, начиналось, да, да. даже не знала, что такое интернет. И когда поступила туда, узнала, что такое интернет, какие он возможности дает. Вот. Снять? Так. Мы сейчас камень, ножницы, бумага разыграем, кто будет кушать вафли. Да. Но его можно так вот, как кусочек, вот так отломить, как да? хлеб, да, Ага. как хлеб. И вместе с, Да. с салатом. Ну, смотрите, пробовать. друзья, что у нас получилось. Такой вот сытный салат. Сытный Эльгён. салат. Да. Да. Эльгён, Эльгён, да. Украшенный зеленью, микрозеленью. Давайте попробуем. Приятного аппетита нам. Спасибо. Давайте. Да, и можно взять вот эту лепешечку и вместе с кусочком лепешки. Держи половину. Да, О, поесть салат. Ну, мне кажется, все у нас получилось. очень вкусно все получилось. Еще раз большое вам спасибо. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Хочу пожелать телезрителям, ну, самое главное, здоровья. Чтобы ваша семья была здорова, чтобы вы были здоровы, чтобы все были счастливы, рады и вместе встречали Новый год. И чтобы следующий год был лучше предыдущего. И каждый последующий год был лучше предыдущего. Чтобы мы все жили все лучше и лучше и лучше. Все лучше, Да. лучше и лучше, да. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была предприниматель Оксана Мордовская. Оксана, еще раз огромное вам спасибо за такие вкусняшки. Семен Тарбахов, я Петр Цпандин. Мы, друзья, на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы. Всегда просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.